смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Объекты на контроле. Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников находится в Чурапчинском улусе. Швеи и волонтеры продолжают изготавливать теплую одежду для участников спецоперации из Якутии. Даже в новогодние каникулы швейный цех «Тепло рук» работает уже на протяжении 1,5 лет. В Мирном прошла торжественная выписка первых детей, родившихся в этом году. В первый день Нового года в алмазной столице появились на свет 2 девочки. Первые удостоверения доверенных лиц кандидатов в президенты России Владимира Путина вручили в Центральном избирательном штабе. Удостоверения получили военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, летчик-инструктор первого класса Светлана Капанина, герой Советского Союза, летчик-космонавт Сергей Крикалев и другие. Из республики доверенными лицами Путина являются 3. Одним из лиц стала повар в Центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Берегиня, член Общественной палаты республики Марина Бахилина. Также в круг доверенных лиц вошел руководитель Якутской государственной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров. Доверенным лицом кандидата в президенты России стал общественный деятель Валерий Лютый. Сегодня с рабочим визитом в Чурапчинский улус прибыл первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников с целью контроля строительства социально значимых объектов. Так, большое внимание руководство республики уделяет объекту больничного комплекса. Генеральный подрядчик с первого квартала 2022 года ведет строительство объекта с площадью 3800 квадратных метров по нацпроекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Напомню, что данный объект должен был быть введен в эксплуатацию еще в конце прошлого года. Подрядчик не справился с этой задачей. Я считаю, что и виноват и заказчик, служба госзаказчика. Даты ввода нас абсолютно не устраивает. Сегодня мы имеем поручение главы, надо ввести этот объект январь, начало февраля. И к этой дате мы будем стремиться и требовать. Что касается спорткомплекса, здесь надо признать, что застройщик на свои деньги строит. Мы должны этот объект заложить в бюджет региона и ставить на выкуп этот объект. Поддержка участников СВО остается приоритетом Госдумы. За прошедший год было принято около 80 законов, которые касаются специальной военной операции. Вместе с тем, еще нужно совершенствовать оказание соцподдержки участникам СВО, считает депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Такие предложения, по его словам, содержатся в очередном 10-м докладе рабочей группы по вопросам проведения спецоперации, направленном президенту в декабре. Даже в новогодние каникулы швеи и волонтеры продолжают изготавливать теплую одежду для участников спецоперации из Якутии. Так, швейный цех «Тепло рук» работает уже на протяжении 1,5 лет, продолжая снабжать бойцов самым необходимым на фронте. Подробнее о внутренней работе цеха расскажет наш корреспондент Тимур Колмогоров. Добровольческое движение женщин-матерей республики «Тепло рук» работает в технопарке города Якутска. Волонтеры кропотливо работают над выкройками, делают строчки на ткани, отшивают теплые вещи. В цехе по пошиву обмундирования для военнослужащих женщины трудятся каждый день. А началось все с малого – с пошива аптечек для мобилизованных. Пункт 50 лет Победы открыли. Военкомат открыл опорный пункт уже 22 сентября. Я туда специально съездила, посмотрела, в каком состоянии парни едут, как они едут, во что они одеты. Ну, все-таки я женщина, я мать, прежде всего. Инстинкт материнский. Просто было интересно, в чем они одеты и как они, в каком состоянии находятся. Швеи изготавливают полный комплект одежды из 13 предметов. Не считая сам вещмешок, это костюм из 2 предметов, тактическая рубашка, теплые портянки, балаклава, дождевик, нательное белье и другое. Основной костяк коллектива составляет около 20 женщин, которые отдают тепло своих рук и сердец бойцам. Разговариваю с ребятами, конечно, ребята приходят. Кто первый раз, кто третий раз уже. Есть вот нынче очень много случаев, когда ребята прямо с аэропорта приезжают к нам. С чемоданами заходили, с рюкзаками. Вот прилетели только, встретили их толпой. И все идут сюда, сразу дают заказы, чтобы мы успели им полностью все подготовить к их отъезду. Цех принимает индивидуальные заказы. Те, кто уходит на военную службу, подходят в цех,
С них снимают мерки и в назначенное время забирают готовый комплект. Вместе с этим швеи и волонтеры с удовольствием общаются с бойцами, принимая их искреннюю благодарность. Так как я работаю, я прихожу на выходные дни. Это суббота, воскресенье. И вот январские каникулы уже мы со 2 начали работать. Сегодня уже пятый день ходим с 9 утра до 7 вечера шьем. Помогаем им чем? Вот мы им шьем одежду, они очень пользуются как бы спросом. В день приходит по 10 человек за нашими вещами. За все время работы коллектива было сшито и передано бойцам более 2300 вещмешков. К концу января швейный цех планирует провести 3-й республиканский конкурс по пошиву одежды для участников спецоперации «Тепло рук», приурочив его ко Дню защитника Отечества. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. В случае задержки авиарейса пассажир имеет право взыскать с перевозчика штраф в размере 25% минимального размера оплаты труда за каждый час такой задержки, но не более половины стоимости билета. Также при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное хранение багажа, предоставление комнаты матери и ребенка для детей до 7 лет, получение горячего питания и напитков в случае задержки более 4 часов. При этом, если период ожидания составляет более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное, то пассажир также имеет право на размещение в гостинице. По итогам прошлого года к проекту «Фабрика идей» компании «Алроса» присоединились 4200 авторов. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Сотрудники «Алроса» отправили за год почти 10 тысяч идей. Около половины из них реализовали в подразделениях компании. Треть идей направлены на улучшение условий безопасности труда, 15% предложений на снижение времени простоя оборудования и техники. Авторы получили денежные премии на сумму 36 миллионов рублей. Каждый сотрудник может улучшить условия работы с помощью фабрики идей. Это простой и эффективный способ донести рационализаторские предложения руководству. Сегодня в родильном отделении алмазной столицы прошла торжественная выписка детей, родившихся в новом 2024 году. На заметку, если в прошлом году в Мирнинском районе на свет появился 381 ребенок, то в этом году есть уже 2 девочки. Подробности знают наши коллеги. В Мирнинском районе первая малышка в наступившем году родилась в семье Морозовых из поселка Айхал 1 января. Вес новорожденной 3,970, а рост 54 сантиметра. Девочку назвали Анной. В семье она стала 2-м ребенком. Спасибо. В свою очередь хотелось бы отметить работу персонала, врачей. Большое спасибо за поддержку и за благополучный исход. Соответственно, спасибо вам. Приходите еще. Семью с пополнением поздравил глава района. Он вручил региональные сертификаты, а также специальный именной подарок от района. Очень отрадно, что у нас именно в районе первым ребенком, родившимся в год детства, объявленный главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, родилась девочка. Девочка рождается к добру и к счастью. Мы учредили специальный набор для новорожденных, который вручаем каждой семье. Плюс сегодня вручили 2 сертификата, это республиканских. 1 сертификат, который был по решению главы республики Айсена Сергеевича Николаева продлен в действие еще на 5 лет. Это сертификат «Дети столетия» и в сумме 110 тысяч рублей. И республиканский сертификат на 2-ю семью в размере 230 тысяч рублей сегодня тоже были переданы маме. Напомним, в прошлом году в Мирнинском районе родились более 380 детей. В этом же году их пока 2 и обе девочки. Ну а 4 рожениц ждут рождения малышей. К слову, роддом работает в штатном режиме. Но стоит отметить, что в этом году в родильном отделении будут произведен ремонт здания, а также в палаты новорожденным проведут кислородные концентраты, что поможет полноценному уходу за новорожденными. Анна Васильева, Мирный. Первые дети года детства появились и в Якутске. 3 мальчиков и 1 девочку, родившихся 1 января этого года, торжественно выписали из Республиканского перинатального центра. Всем молодым родителям были вручены сертификаты «Дети столетия». На торжественном событии побывала и моя коллега Вероника Таюрская.
Первый день Нового года в Якутске на свет появилось 4 малышей. Все они родились в перинатальном центре столицы. Сегодня состоялась торжественная выписка. Как отметила Лена Афанасьева, все дети родились здоровыми. Здорово, что это все произошло в перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы, поскольку коллектив этот тоже с большой историей. И сегодня мы как раз выписываем тех детей, которые родились в этот день. И первая девочка, которую уже, оказывается, назвали родители, это долгожданный 3-й ребенок. Ее зовут уже, имя есть, Илона. И замечательная Илона родилась у нас как раз в первые минуты нового 2024 года. Для многодетной семьи Иннокентьевых дочь стала долгожданным ребенком. Мама девочки Виталина Иннокентьева сначала не поверила, что ее дочь появилась на свет самой первой в наступившем году. Это у нас в семье 3-й ребенок. Под брантом Корана почти родила. Долгожданная девочка наша. У нас 2 сыновей. Сейчас хорошо себя чувствуем, выписываемся. И желаю всем счастья, добра, радости. На выписке семьям вручили памятные подарки, сертификаты «Дети столетия». Кроме этого, многодетным мамам вручили республиканские материнские капиталы «Семья». И, конечно, для нас это действительно такой один из самых важных моментов, торжественная выписка. Это всегда очень положительные эмоции. И как уже традиционно, так скажем, предусмотрено, мы вручаем нашим мамам здесь сертификаты при рождении детей, которые у нас предоставляются в республике при рождении детей. И один из основных, конечно же, сертификатов является целевой капитал «Дети столетия». Всего в первый новогодний день родилось 6 детей, в том числе 2 малышей появились на свет в Мирнинском районе. Вероника Таюрская, Виктор Дьячковский, Якутск. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.